Уважаемые подписчики, дорогие друзья, я сегодня выставил небольшое видео на чеченском языке, и у меня уже не первый раз люди просят говорить на русском языке, потому что слушают не только чеченцы, но и представители других регионов, национальностей и даже других стран мира. Те, которые интересуются, те, которые дружат с чеченцами, те, которым просто интересно. Поэтому появилось время свободное, я решил повторить это на русском языке. Ничего особенного там не было. Это обычная практика среди представителей нашего народа. Я думаю, и у всех есть такая же практика, когда человеку нужна помощь, и кто-то об этом узнает. Тот, кто может это себе позволить, человеку помогает. Дело в том, что у нас на канале Даймов онлайн действует телефон горячей линии, телефон 8 928 002 56 56. И периодически на этот телефон звонят люди, которые попали в разную трудную ситуацию. Этот номер телефона именно для тех, кто находится за пределами Чеченской Республики, или живет, или находится. И телефон именно для работы, для действий именно за пределами республики. Вот, и позвонил один человек дня 2-3 назад на этот номер телефона, сказал, что у них умер родственник в Москве. В общем, сами они жили в Хасавюртовском районе, в Дагестане. И, в общем, у них в Москве больше никого не было, кто мог бы заняться этим вопросом. И, соответственно, к сожалению, у них не было возможностей финансовых для того, чтобы туда поехать, для того, чтобы эти вопросы порешать. Вот так получилось. В общем, мы взяли эту информацию, начали искать, связываться с нашими московскими друзьями, чтобы попросить у них помощи в этом вопросе. Но буквально через короткое время, когда мы перезвонили им, заявителям, для того, чтобы спросить кое-какие технические детали, они сказали, что уже нашелся человек, который решил им помочь. Человека этого звали Магомед Салах, Мухаммад Салах по-чеченски, если. Он был из Шатойского района, из села, он так сказал, Асламбек Шарипова. Так назвал это село. Вот. И этот парень, я разговаривал тоже с этим парнем, я спросил, кем он является этим людям. Он сказал, что вообще никем он не знает и никогда не знал их. Просто он сказал, это дальние родственники одного моего знакомого. Ввиду того, что я нахожусь в Москве, он тоже позвонил, попросил, если есть возможность, помочь. И парень порешал все вопросы. Когда я ему звонил, он как раз общался со следователем в Следственном комитете, чтобы получить необходимые документы на вывоз тела домой. В общем, порешали все вопросы, и финансовые, приобрели билет. В общем, и парень все это сделал и отправил тело домой, и того парня похоронили. В общем, вот такая ситуация. Своим подписчикам я это рассказываю как простой пример доброго дела. Потому что так получается, что когда что-то плохое случается, когда плохое что-то человек делает, об этом рассказывают на каждом углу. А наоборот, надо было бы больше рассказывать о положительных, о позитивных делах, о добрых делах. Поэтому и рассказываю.
Кстати, такие случаи у нас бывают очень часто, и если бы я, по каждому поводу, когда кто-то умер в каком-то регионе, и там люди ему помогли, если бы я начал все это рассказывать, э, то я не знаю, как можно было бы назвать уже этот канал, потому что таких случаев очень много. Э, Умирают люди, к сожалению, из-за пандемии, в том числе в разных регионах. И это всегда для родственников получается неожиданно, и тогда им нужна бывает помощь, и там обязательно наши земляки, и не только наши земляки, но и представители других национальностей,